Приветствую вас, это радио Крым Реалии, и сейчас в этом эфире мы будем говорить о том, какие же предварительные итоги второго тура выборов президента Украины. Мы услышим, собственно, что каждый из кандидатов сказал, когда уже понял, какими же будут результаты, да, и на самом деле мы услышим мнение экспертов, которые расскажут нам, честно ли прошли эти выборы, так ли, как ожидала социология, политологи и все остальное, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет очень интересно. Прямой эфир. Тема сегодня — выборы президента Украины. Какие результаты? Но я должна отметить, что вы слушаете радио Крым Реалии, и это круто. Вы можете нас слушать, напомню, на 105,9 FM, на сайте Крым Реалии. Также, это онлайн, 24/7. Также вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Добро пожаловать. Там вы можете оставлять свои комментарии. Ну и еще самый мой любимый момент, когда вы нам дозваниваетесь в эфир. Поэтому 8 800 10 06 926 звоните нам из Крыма абсолютно бесплатно. И 044 490 31 18 звоните нам с материка и расскажите, голосовали ли вы, следили ли вы за ходом выбора и удивляет ли вас результат, который имеем на сегодняшнюю секунду. Давайте продолжим дальше. Тема дня. Ну и вот, на данный момент, да, у нас утренний эфир 22 апреля, и что мы видим в новостях? Центральная избирательная комиссия Украины обработала, собственно, уже часть протоколов, да, речь идет о том, что есть уже предварительные результаты, побеждает по ним телеведущий и шоумен Владимир Зеленский. На данный момент за Зеленского отдали свои голоса 71,9%, ну, это, давайте так, 72%. Ну, и на самом деле для нас с вами, думаю, это не новость, потому что мы следили за экзит-полами, в том числе за национальным экзит-полом, который на протяжении дня давал свои оценки. На 6 часов вечера там были результаты, и, значит, были на 22 часа вечера. Ну, и что? Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, значит, за него проголосовало 25,7%. И, собственно, если, говорить, да, это сейчас предварительные подсчеты, потому что подсчеты только начались, вот утро после выборов. Активность избирателей на голосование во втором туре выборов президента по состоянию на 20:00 21 апреля. Я напомню, что участки работали с 8 утра до 8 вечера, до 20:00. В общем, активность составляла 61,6, почти 7%, да, это явка. Значит, об этом свидетельствуют данные 52 территориальных избирательных округов из 199, и эти данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Ну, важно знать, что в 20 часов 21 апреля мы узнали первые экзит-полы, и это национальный экзит-пол, и он завершил обработку результатов опроса, значит, собственно, на этот момент, 20 часов в воскресенье. По этим данным, какая оценка? Вот, это 73% избирателей, которые отдали свои голоса за Владимира Зеленского, и 25,5% избирателей, это это те, которые проголосовали за Петра Порошенко, да. Я скажу, что национальный экзит-пол 2019 проводили совместно Фонд демократической инициативы имени Кучерева, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Ну, вот, собственно, такие результаты. Знаете, уже была, то есть как только были опубликованы вот первые экзит-полы, как только уже стало понятно, что разрыв большой, каждый из кандидатов в президенты в своем штабе, каждый, да, отреагировал на такие результаты. И вот давайте послушаем, что же сказал Петр Порошенко, кандидат в президенты, и Владимир Зеленский, кандидат в президенты, как это было, какая реакция в их штабах была, все это в нашем вот первом таком материале для вас, пожалуйста. Екзит-пол проводився чесно, неупереджено і згідно стандартам. І ці люди вже про одного сказали, про Андрія Горбачика. Ну що, начебто ж, да? Вже є, да? Результат на 18-ту годину. Остаточний результат на 20-ту годину буде презентований тут о 22-й. Тобто о 10-й годині буде остаточний результат екзит-полу. Зараз це результат на 18-ту годину. Що ми маємо? Володимир Зеленський 73,2%, Петро Порошенко 25,3%, викреслили обох або зіпсували бюлетень 1,5%. Зараз не буде ніякого пафосу, я просто хочу сказати дякую.
своїм батькам, моїй дружині. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую усій нашій команді. Дякую кварталу 95. Може тепер називатися квартал 73. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок, усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Дорогі друзі, ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи. Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави подзвонити моєму опонентові і привітати його. Але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити чому. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Это вот материал «Радио Свобода» собрала сразу реакцию кандидатов, когда они узнали об результатах экзит-полов по состоянию на 18 часов. Да? Ну вот мы видим вот такие вот реакции, да, насколько они удивительны для вас или нет, вы можете позвонить нам, рассказать 8 810 06 926. Ждали ли вы другого результата, тоже, пожалуйста, звоните, отвечайте на этот вопрос. Ну, а сейчас мы с нашим экспертом, это Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, собственно, обсудим вот такие вот результаты. Евгений, приветствую вас. Доброго ранку. Я хочу и вам такой задать сразу вопрос, вот эмоционально. Я понимаю, что вы человек-профессионал, политолог, но вот все-таки, да, для вас эмоционально было какое-то вот что-то новое, да, или что-то вас удивило за вот этот день выборов, и тем более к концу дня выборов, когда уже мы получили предварительные результаты национального экзит-пола? Ну, розрив дуже, звичайно, великий. Майже 50% це і 3/4 виборців за Зеленського. Це мене, звичайно, здивувало. Я думав, відверто кажучи, що розрив буде меншим. Але з іншого боку, такий розрив, він підтверджує те, що стратегія Зеленського нікому нічого предметно не обіцяти, вона зіграла свою роль. Тобто його команда, очевидно, успішно прорахувала настрої українського суспільства і зуміла їх осідлати. Тобто ми можемо на сьогоднішній момент привітати Володимира Зеленського з тим, що він став президентом, ну це вже, я думаю, факт, з тим, що він став президентом, нікому нічого не пообіцявши, не висловившись публічно, фактично, з жодної проблеми, яка хвилює українців. Тобто у нього такий от цікавий карт-бланш, де він може сказати, ну, 70% за мене проголосували, тому я, у всякому разі, в межах своїх конституційних повноважень роблю те, що я вважаю за потрібне. Але ми, наприклад, не дізналися і, ну, наприклад, хто буде головою адміністрації, хто буде секретарем РНБО. Це те, що стосується безпосередньо президента, те, що не передбачає навіть голосування Верховної Ради. Я вже не кажу про кандидатури міністрів закордонних справ, оборони, керівника Генерального штабу тощо. Очевидно, что вопросы к кандидату в президенты Петру Порошенко тоже были, их было достаточно много в том числе, да, но вот сейчас хотелось бы услышать, давайте послушаем с вами мнение наших слушателей. Вот говорят, что вроде как с материка нам из Харькова или откуда-то позвонили. Давайте выслушаем человека. Пожалуйста, ваша реакция на выборы и представьтесь, может быть, у вас есть вопрос к нашему эксперту. Алло. Добрий день. Харків, Ігор. В першому турі голосував не за Зеленського, а в другому турі голосував не так за Зеленського, як проти Порошенка. Або питання до Маги таке. От скажіть, будь ласка, ну це все я розумію, пафос, мафос, я стану.
А яке майбутнє у Порошенка? Він за грати сяде за те, що він зробив. Роттердам, Ліпецьк, Свинарчуки. Як ви думаєте, Зеленський його посаде чи ні? Спасибі. Да, дякуємо, Игорь. Вы, кстати, нам впервые позвонили на украинском языке, вот обращаетесь. Что в Харькове случилось? Спасибо за ваш звоночек, но не переживайте так сильно, вы так эмоционально реагируете. Давайте, утро у нас спокойное, бодрое. Ну вот Евгений Магда с нами на связи. Что вы можете сказать нашему слушателю из Харькова? Мабуть, доцільно і пану Ігорю і іншим слухачам Радіо Крим Реалії пояснити, що президент Зеленський, президент Порошенко, президент будь-який не може нікого особисто посадити. Це не його функція. Функція посадити, тобто винести вирок звинувачення, належить суду в Україні, як і в інших цивілізованих державах. У нас точно так, це от як у нас 40% майже опитаних очікує, що новообраний президент в 100 перших днів знизить тарифи на житлово-комунальні послуги, то це теж не належить до повноважень президента. Це теж треба усвідомлювати. Тобто є така серйозна загроза, що наші громадяни трошки себе, ну як би так сказати, створили ілюзію, що вони обрали людину, яка, ну кажу ж, в принципі обіцяла в цілому, але нічого конкретного. І вона отримала демократичну перемогу, що, до речі, є нашим досягненням. Але от як вона буде це втілювати в життя і наскільки тривалим буде її рейтинг на піку, це, звичайно, серйозне питання. Тепер щодо Порошенка. За Порошенка віддали свої голоси четверть виборців. І це достатньо велика цифра, як абсолютно, так і в відсоткових. Тобто я не думаю, що політичне майбутнє у Порошенка відсутнє. Думаю, що навіть навпаки. Він про це вчора достатньо чітко сказав, що він з офісу йде, що він визнає перемогу Зеленського, але він не йде з політики. Тому посадить, ну, очевидно, спроби довести те, що Порошенко є уособленням вселенського зла, у команды Зеленского будут. Насколько они будут эффективными, життя покажет. Да, спасибо за это ваше мнение, Евгений. Я еще предлагаю, напомню, что с нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, и с нами вот еще на связи, да, крымчане. Давайте послушаем, какой же звоночек. Пожалуйста, представьтесь, и какая ваша реакция или вообще ваши ощущения, связанные с выборами? Доброго ранку вам. Ви знаєте, я вже добре хоч радіо включили, то не було сигналу почти 2 неділі. Хоч включили, тепер хоч слухаємо. Я вам скажу, я вже проживаю в Криму дуже давно, вже більше 45 років, пенсіонер. Я вам скажу, Порошенко багато що зробив. Ну, Зеленський теж. Він, бачите, народ вибрав його. Він пройшов, він, знаєте, він умний хлопець, як-не-як. Він відноситься до умної такої інтелігенції. Ви знаєте, він Якута обдурить, цього кремльовського. Обдурив, він так поставив постановку во всьому світі, що тут Якут буде вже не радий, президент Російської Федерації. Не те буде, а так нормально. Він доведе діло до кінця. Остановить війну, встановив в границях Україну, як положено. Я так думаю. Да, дякуємо вам. Спасибо вам за то, что позвонили. 8 810 06 926 для звоночков из Крыма. Евгений Магда с нами на связи. Ну вот, Евгений, мы услышали, конечно, очень много ожиданий. И эти ожидания говорят и многие материковые, видимо, и крымчане в том числе их имеют. Эти ожидания связаны, в принципе, непосредственно с обещаниями кандидата в президента Владимира Зеленского в том числе. Так, кажу, що його обіцянки були максимально широкі. Тобто, це, звичайно, не дійшло до рівня Жириновського, що кожному чоловікові по пляшці горілці, кожній жінці по чоловікові. Але в цьому напряму Володимир Зеленський рухався достатньо впевнено. Це була його така своєрідна електоральна стратегія. Він з одного боку мав таку інформаційну посуху, адже всього, скільки? Пару интервью было за весь час в компании. Интервью были на самом деле. И дебаты в результате на стадионе, дебаты, которые многие не называют не дебатами, были, да. Но говорят о том, что ответы на многих вопросов не было. В то же время, Евгений, а что с Порошенко не так? Почему такой большой разрыв? То есть Порошенко как раз известная персона, известная его политика, известны его и достижения, и поражения, да, и какие-то
какие-то и скандальные истории вокруг его команды. Это все также присутствует. Что же повлияло в итоге на то, что вот такая 25% вот доверия народа осталось, 25% от городов. Если мы посмотрим там какие-то инфографики, карты по Украине, кто как голосовал, да, по данным ЦИК, то мы увидим, что в принципе все области украинские, они поддерживали Зеленского, кроме одной, кроме Львовской области. Ну, пока что, да, вот по этим подсчетам предварительным, которые вот ЦИК сейчас обрабатывает в том числе. Да, вот что Порошенко не так сделал? И когда вот это, и когда что-то пошло не так для него? Парадокс в тому, що Порошенко зумів створити ситуацію, за якою більшість наших громадян не відчувають війну. От війна ж навіть не відчувається навіть в Костянтинівці чи в Краматорську. Ну, предметно. Скажімо так, різноманітні страждання. Ви можете в Києві сісти на поїзд і за 6 годин бути в Костянтинівці. Без жодних проблем, без якихось підвищеної перевірки документів тощо. Проблема Порошенка в тому, що у нього фактично зіграв принцип «вміла готувати та не вміла подавати». Тобто стратегічні комунікації, які могли б доносити інформацію, в нього виявилися за слабкими. А перевага Зеленського, вона була сформована не за один день, і навіть не за 3 тижні президентської кампанії. Просто наші провідні телевізійні канали, в тому числі 1+1, який підтримував активно дуже Зеленського, у них там щось 14% був в ефірі останні 3 місяці передачі за його участю. Так от, вони створили таку сіру політичну реальність, в якій, власне, Зеленському, яскравому такому новому обличчю, було дуже легко привертати на свій бік виборців. Евгений, я предлагаю, еще у нас есть звоночек, уже, по-моему, с материка. Давайте выслушаем человека. Пожалуйста, представьтесь, какой у вас вопрос или комментарий, а с нами на связи параллельно также Евгений Магда, украинский эксперт и политолог. Алло, это я? Да, вы в эфире, слушаем вас. Хорошо, я буду українською, якщо можна. Будь ласка. Скажіть, я вам скажу, що Порошенко зробив, що йому такі рельси внести, якщо можна, звичайно, подискусую з вашим гостем. А як ви вважаєте про пенсію? От він тому, хто не робив нічого, дав більше, а хто робив в колгоспах і зірвав своє, тепер ходити, не робити нічого, тому не дав взагалі нічого. От, а то інвалідів першої групи, таких, які не можуть працювати, взагалі забув, як ви гадаєте, пане гость. Да, дякуємо вам. Спасибо вам большое за вопрос. Евгений Магда с нами на связи. Евгений, если есть что ответить нашему слушателю, пожалуйста. Показова ситуація. Президент не визначає розмір пенсії. Президент не впливає на розмір пенсії. Розмір пенсії визначає уряд і Верховна Рада своїми діями. Президент на це вплинути не може, навіть якщо він би дуже хотів. Тобто він публічно давав доручення про те, щоб підвищити пенсії, давав доручення уряду, це максимум його повноважень. Уряд, очевидно, якісь виплати зробив. Ті гроші, які пішли від євроблях, наскільки я пам'ятаю. Але це не вплинуло на позицію виборців. Спасибо вам большое. Евгений Магда вот включился к нам в эфир и поделился своим мнением и отреагировал так на результаты второго тура президентских выборов. Да, на предварительные результаты. Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, был с нами на связи. Я напомню, что это радио Крым Реалии на 105,9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно. Сегодня тема нашей программы «Выбор президента Украины. Первые результаты». Ну и, дорогие наши слушатели в Крыму, да, последние несколько недель была такая проблема, нас не было на средних волнах, вы не могли нас слышать на 549 АМ. И на самом деле, к сожалению, с 1 мая такая опция будет также отсутствовать. Мы очень рады, что вот уже возобновилась наша связь, и за это время мы поговорим с вами и расскажем, что же происходит обязательно в наших эфирах. Нам тоже очень жаль, что прервалась таким образом наша связь, но вот на то время, пока она восстановилась, мы поговорим с вами и расскажем подробно, что же случилось. Я только напомню, если у вас есть возможность каким-то образом слушать нас вот в интернете, да, если есть,
то 105,9 FM, вот, круглосуточно, это, конечно, только небольшая часть Крыма, в этом может услышать, да, Северного, но Северный Крым вот немного может нас слышать на 105,9 FM. На сайте Крым Реалии онлайн можно смотреть YouTube и Facebook страницы, там, где можно смотреть видеоматериал. Ну, вдруг у вас есть компьютер, вдруг у вас есть интернет, мы там тоже есть, да. Ну, вот об остальном мы поговорим еще в наших эфирах. Теперь я возвращаюсь, собственно, к нашему эфиру. Вот, пожалуйста, у нас есть звоночек из Крыма. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире, и какой ваш вопрос или комментарий? Вы в эфире, слушаю вас. Так, да. Я хочу сказать, что эти выборы показали на Украине, что процент, вот этот высокий процент населения, который проголосовал за Зеленского, это процент глупых людей. Такой большой процент глупых людей. И больше ничего. И мы получили еще одного зеленого человечка. Спасибо вам за звоночек. Я только, очень многие, да, об этом говорят, и тоже подчеркну. Мы все живем в одной стране, и на самом деле, как научиться быть толерантными к выбору каждого, это тоже большой вопрос. Но, наверное, если мы друг на друга будем говорить, что эти глупые, а те глупее, да, то никакого диалога у нас не получится. И, кстати говоря, мы еще послушаем отдельно, вот что сказал Владимир Зеленский. Одна из его фраз была, что он президент и тех, кто за него проголосовал, и тех, кто за него не голосовал. И вот позиция, судя по всему, вот избранного президента, по всем предварительным данным, у нового президента Украины. Я отмечу, что уже вот утром появилась остаточный кінцеві, вот уже финальные данные по явке. 62% явка избирателей в Украине на втором туре выборов президентских. С нами сейчас на связи наш следующий эксперт, и это Алексей Кошелев, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Алексей, приветствую вас. Ну что, как вы оцените, собственно, прозрачность этих виборів? Доброго ранку. Ми маємо всі підстави давати досить високу якісну оцінку виборчому процесу. Тобто, якщо говорити про про порушення чинного законодавства, то вони були значно менші, аніж у першому турі. Ми отримали достатньо якісну виборчу кампанію. І переважний масив порушень був пов'язаний із роботою дільничних виборчих комісій і був наслідком в тому числі недосконалості чинного законодавства. Тобто ми маємо всі підстави сподіватися на те, що і міжнародна спільнота дасть досить високу оцінку українським виборам. Смотрите, Алексей, вот есть уже информация от ЦВК, что обработано более чем 80% протоколов, и что по ним Зеленский набирает 73%. Это, в принципе, коррелируется как-то с теми результатами национального экзитпола, которые мы получили вечером в день выборов. Ну и тут по этим данным, что вы скажете, так быстро обрабатываются протоколы, это потому что не 39, а всего лишь 2 кандидата? Ну, це одна з причин, чому пов'язано саме з цим. Друга причина – це безконфліктність. Тобто не було штучних причин до затягувань, не було скарг з боку спостерігачів до окружних і дільничних виборчих комісій. Це комплекс причин. Але хочу звернути увагу на важливу тенденцію, що екзитполи, які приводили 3 різних організації, тобто незалежний екзитпол громадських організацій і екзитполи 2 телеканалів, співпали із попередніми результатами Центральної виборчої комісії, незважаючи на те, що напередодні першого туру було дуже багато звинувачень на адресу соціологів, мовляв, вони маніпулюють, працюють в інтересах виборчих штабів і так далі. Тобто соціологи показали досить високу якість роботи і, власне, опираючись на результати екзитполів, чинний президент привітав Володимира Зеленського із перемогою. Це був досить важливий сигнал, тому що це прояви політичної культури, поява нових традицій. Це дуже важливо. Да, это, кстати, это интересно. Мы еще через несколько секунд, вот у нас заканчивается наше время на средних волнах, да, на 549 АМ, но мы дальше продолжаем наш эфир на 105,9 FM на сайте Крым Реалии и онлайн в Фейсбуке и в Ютубе. Я напомню, что с нами на связи Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины, и что мы сейчас говорим о такой теме выбора президента Украины, первые результаты. Дальше мы поговорим еще также, в том числе о том, какая реакция крымчан и как голосовали крымчане, потому что была возможность выехать, перерегистрироваться
зарегистрироваться, а потом, значит, приехать проголосовать. Все это в нашем эфире мы продолжаем и, собственно, поговорим вместе с нашими экспертами и вместе с нашими слушателями. 8 800 10 06 926. Вы можете звонить нам и делиться своим мнением и своими комментариями. Мы... Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии, меня зовут Катерина Некреча, и мы общаемся сейчас с нашим гостем эфира по телефону, Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. Алексей, собственно, как относиться теперь нам к соцопросам? Потому что, с одной стороны, мы увидели, что, в принципе, и в первом туре, во втором туре выборов, да, соцопросы подтверждали вот лидерство, во всяком случае, там процент мог быть разным, да, но лидерство было. В то же время мы видели, что были, например, соцопросы иногда там разных штабов, которые говорили немного там противоречивые результаты давали, да, но вот в целом эта сфера в Украине там во время выборного процесса избирательного, она стала как-то совершеннее, она изменилась вот по сравнению с предыдущими выборами? То есть вот 19-й год — это какой-то определенный показатель или, в принципе, такие результаты были всегда, что соцопросы показывают приблизительно то, что получается по итогу выборов? Як і 20-30 років тому, так і сьогодні соціологи показують завжди точні результати. Питання в тому, що політики часто намагаються маніпулювати цими результатами і доносити цифри або дані вигідні особисто для них. Тобто, якщо говорити про опитування, то соціологи ніколи не дають прогнозів на день виборів чи не дають прогнозів там щодо рейтингів кандидатів. Вони фіксують стан громадської думки на час проведення опитувань. Але щодо екзитполів, то в Україні завжди екзитполи були досить точними. Я маю на увазі екзитполи, які проводили відомі авторитетні соціологічні структури, тому що особливо на місцевих виборах або в мажоритарних округах досить часто з'являються невідомі нікому структури, як правило, навіть назви цих структур придумані у виборчих штабах, як і результати придумані у виборчих штабах. Але можна орієнтуватися на результати, які дають відомі авторитетні соціологічні центри, які працюють уже десятки років і для яких репутація важливіша, аніж політичні вподобання. Тобто соціологам можна і потрібно довіряти, але питання в тому, що інформацією потрібно вміти користуватись. Тобто сприймати інформацію не лише із заголовків, а сприймати информацию из самого змісту першоджерела, які поширює інформацію. Угу. Ну, в общем, вы оцениваете, я так понимаю, что позитивно вот именно как шел ход выборов, да. Что дальше ждет Украину? Сегодня 22 апреля 2019 года, первый день после выборов, когда мы получим итоги, да, когда уже там в Украине приступит к своим обязанностям новый избранный президент. Ну, Центральна виборча комісія вже повідомила, що впродовж 2-3 днів будуть, можливо, навіть 100% підсумки голосування, але процес підрахунку голосів, він буде, сам підрахунок він буде тривати, тому що виборча комісія, Центрвиборчком має отримати паперові копії протоколів із оригіналами початок, оригіналами підписів, і природні, що це може розтягнутися на період, відведений чинним законодавством, впродовж до 10 днів. Щодо інавгурації, тут є суперечливі думки, тобто є думки, що інавгурація може відбутись до 27 травня, однак попередня практика попередніх президентів показує, що цей процес розтягується в часі, і інавгурація затягується на місяць і більше, тобто це може бути початок червня. З чим пов'язані різні думки? Це з тим, що є дискусія про можливі позачергові вибори Верховної Ради України, і які можуть бути оголошені саме до 27 травня. Причому, що зараз немає чітких юридичних підстав, але є рішення окремих судів, на які можуть посилатися, і такий указ може мати місце. Але в будь-якому разі питання дострокових виборів – це не може бути лише одноосібне рішення глави держави, тобто він указ може видати, але для того, щоб цей указ
парламент підтримав, я маю на увазі виділив кошти на вибори, низка інших питань, то природні, що має бути досягнутий консенсус між основними парламентськими політичними силами і новообраним главою держави. Дуже важливо, щоб питання політичної доцільності, політичних вигод в цьому контексті не домінувало. Понятно. Спасибо вам огромное за то, что вы подключились к нам в эфир. Я понимаю, что вас разрывает просто на части с этими выборами, но благодарна, что вы нашей крымской аудитории уделили внимание. Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины, вот включался к нам и поделился своими, собственно, вот наблюдениями, да, и своим анализом. Выборы президента Украины, первые результаты, тема нашей сегодняшней программы. И сейчас мы с вами послушаем, что же сказал Владимир Зеленский, когда вот появились уже первые экзит-полы, когда уже стало понятно, что разрыв большой, и, в принципе, уже каждый из кандидатов понял, к чему это ведет. И вот в штабе Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, была, безусловно, ликующая атмосфера, и есть эти видеокадры, в том числе там на Радио Свобода украинской службы или Крым Реалии, пожалуйста, ищите. Ну вот звук мы сейчас вам дадим послушать, что же сказал Владимир Зеленский в своей речі, победителя. Зараз, дуже дякую кожному, зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую батькам моєї дружини, моїм дітям, усій моїй родині. Дякую усій нашій команді. Усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Всім дякуємо. Окрема подяка пані Оксані і пані Любі, які прибирали за тими, кого я перечислив вище. Дякую кварталу 95. Правда, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок. Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. С вами Радио Крым Реалии. Мы только что послушали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и его речь, победителя. Это все было в штабе. И эта речь была сказана тогда, когда появились предварительные уже результаты экзит-полов, да, и первые такие оценки, там, где было видно, что разрыв между Зеленским и Порошенко достаточно велик. Но мы дальше еще послушаем Петра Порошенко, безусловно. А сейчас мы поговорим о том, как и крымчане реагируют, и, собственно, как крымские татары реагируют, и как Меджлис крымско-татарского народа реагирует на такой исход выборов в том числе. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, с нами на связи. Искандер, приветствую вас.
Доброе утро. Ну что вы скажете по результатам этих выборов? Да, это то, что вы все-таки ожидали, учитывая, что социология показывала такие же, приблизительно такие же результаты по итогу, да, не такой разрыв, может быть, но такие результаты. И ваша реакция? Ну, в первую очередь, я хочу сказать одно, что на самом деле ожидаемые были результаты, хотя, конечно же, ближе уже к второму туру, к самому голосованию рейтинги начали меняться, но то, что разрыв большой, это, можно сказать, было ожидаемо. Другой вопрос, что насколько нам, скажем, дальнейшая позиция кандидата, ну, пока я буду говорить кандидата в президенты Зеленского в отношении Крыма, какая его позиция, хотелось бы знать больше. И единственное то, что после голосования, когда на пресс-конференции Владимир Зеленский, он в принципе обозначил, что Крым и Донбасс нужно деоккупировать и, соответственно, продолжать политику, скажем, взаимодействия с партнерами. Во всяком случае, он назвал два варианта. Это продолжать Минское соглашение и продолжать нормандский формат. Ну, а на практике, как оно будет, конечно, будет видно далее. В первую очередь, на мой взгляд, конечно, в первые дни, в данные дни, вернее, в первые месяцы мы, я думаю, не увидим каких-то резких изменений, потому что большие изменения мы сможем увидеть только после выборов парламентских. И, конечно же, мы будем видеть только некие такие вот взаимоотношения политические внутри страны и борьбу между политическими силами, дабы в борьбе за парламентские места. Поэтому здесь будем продолжать жить. Единственное, есть надежда, что все-таки курс, который был начат действующим президентом, он не изменится. Я имею в виду курс евроинтеграционный, и интеграции евроатлантической. Ну и, соответственно, он обещал, что будет бороться за то, чтобы освободить всех политзаключенных и моряков. Поэтому... Да, Искандер, и мы же знаем, что Меджлис крымско-татарского народа поддержал официально, да, именно кандидата в президенты Петра Порошенко. И, собственно, вот с этим как быть, да, готовы ли вы, готов ли Меджлис договариваться с другим президентом, да, и если были, может быть, какие-то уже попытки встречи и для того, чтобы обсуждать там крымский вопрос, вопрос крымских татар, но уже с новым президентом? Да, действительно, Меджлис крымско-татарского народа поддержал перед началом после начала первого тура кандидата в президенты, действующего президента Петра Алексеевича Порошенко, потому что Меджлису крымско-татарского народа был четко понятен курс действующего президента, евроатлантический, евроинтеграционный и, конечно же, принципиальная позиция по деоккупации Крыма и восстановлению целостности Украины. Что касается дальнейшей работы или дальнейшего взаимодействия, я пока не могу говорить за весь Меджлис, потому что мы должны еще провести совещание и принять дальнейшее решение. Но моя субъективная позиция, что все равно нам надо будет работать с новой властью. И однозначно для нас одна основная задача – это деоккупация Крыма и четкий курс нашего государства в этом направлении. Я отмечу, что кандидат в президенты Петр Порошенко, когда уже выступал, да, тоже понимая результаты предварительные, исхода этих выборов, он сказал, вот сейчас дальше цитата будет, да, в своем штабе, вот что он сказал 21 апреля. Первое, Украина является крепостью демократии, является ключом безопасности на континенте. Второе, ничего об Украине без Украины. Третье, Крым — это Украина, обсуждению не подлежит. И четвертое, Россия должна прекратить свою агрессию против Украины и оставить
оставить украинский Донбасс. Да, пока по предварительному общению с кандидатом в президенты Зеленским, вот эти вот намерения вы увидели? Мы знаем, что публично Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, он обращался к Владимиру Зеленскому, задавал свои вопросы, да? То есть вот та коммуникация, которая произошла, пусть и в медиа, вам понятна позиция кандидата Зеленского и будущего президента Украины, избранного, о Крыме, о тех вопросах, которые касаются Крыма и крымских татар? На самом деле кандидату Зеленскому задавал вопрос лидер крымско-татарского народа, 5 вопросов Мустафа Джемилев, и мы задавали вопросы от международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом «Либерейт Крыме». Были ли ответы от штаба Мустафе Джемилеву. И, конечно же, мы так и не получили, хотя нам обещали дать ответы на вопросы международного движения «Либерейт Крыме», а там 12 четких вопросов. Поэтому, конечно же, даже в день выборов еще не совсем было четко понятна позиция относительно Крыма. Ну, понятно, что Крым это украинская территория, это мы слышали и, в принципе, можно было прочитать в программе. Но, скажем, каких-то более четких шагов в этом вопросе, конечно же, мы не услышали. Мы не увидели более четкой позиции в отношении реализации прав крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Поэтому, конечно, чуть больше можно было понять позицию Зеленского сразу же после оглашения результатов экзит-пола. Но надеемся, опять же, я тут поддерживаю слова Петра Алексеевича Порошенко в том плане, что для нас, для всех должны быть принципиальными именно вот эти 3 вопроса. Это деоккупация Крыма, это целостность и интересы Украины. И поэтому, если мы увидим четкую позицию в этом плане команды Зеленского, самого Зеленского и его команды, то, в принципе, нам нужно сотрудничать, и только в интересах нашей страны, только в интересах, скажем, наших соотечественников, которые проживают на оккупированной территории. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир и поделились своим мнением. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был с нами на связи. У нас есть звоночек, насколько я понимаю. Давайте выслушаем человека, который к нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, поделитесь своим мнением, своими впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые Екатерина Клетти и все, кто слушает радио Кремляне. Во-первых, да, что вы уходите со средних волн на 549, потому что в Москве было вас хорошо слышно. Ну а что касается, просто хочу от души поздравить с данным выбором. И следующему вашему спикеру, который будет, что вы ждете от отношений с Россией, как будут они развиваться. И самое главное, что меня волнует, как человек, я не раз говорил, сочувствующего Украине, не сдаст ли уважаемый Зеленский, который у меня лично вызывает большое уважение, я всегда смотрел, и вот это его юмористические программы, не сдаст ли он позиции, вот, все-таки вот как-то немного он, мне кажется, бесхарактерным, вот, а вам, как всегда, удачи и спасибо, что делаете, и надеюсь, что Радио Свободе удастся все-таки пробить себе средние волны, как-никак. А вам удачи. Спасибо, Александр, за ваш звоночек. Да, и вы поздравили с выбором. Я бы поздравила Украину с такими, вот по оценкам экспертов, с такими чистыми выборами. Да? Это вот действительно с тем, с чем надо поздравлять 100% в первую очередь. А так, безусловно, спасибо за ваши слова и по поводу средних волн. Это очень важный момент. Мы к ним будем возвращаться в наших эфирах. Но сейчас я бы хотела, чтобы мы послушали слова кандидата в президенты Петра Порошенко, который, собственно, вот, да, сказал, опять же, в своем штабе, когда уже стали ясны предварительные результаты выборов, где стало понятно, что разрыв большой, 73% у Зеленского и там 25% у Порошенко, да, и вот, собственно, вот что Петр Порошенко в своем штабе говорил вот для публики, он много обращался, апеллировал к своей семье и к своей команді. Давайте послухаємо. Друзі, ви найкращі. Велике спасибі вам. Дорога моя команда, дорогі співвітчизники, дорога Україна,
Дорогі українці по всьому світові, дорогі друзі, дорогі представники засобів масової інформації, ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайся в великому, не здавайся в малому. Ні в значному, ні в дрібному. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами великого британця Вінстона Черчилля я керувався завжди. Ніколи не здавайся, чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану і обеззброєну країну. Країну, на яку сунула путінська орда, і коли закордонні лідери дзвонили не привітати з вибором, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. Вот мы слышали кандидата в президенты Петра Порошенко, который занял второе место во втором туре выборов. Я отмечу, что Центральная избирательная комиссия обработала уже там почти 83% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский, по этим данным, набирает 73, значит, с копейками процентов голосов, и Петр Порошенко 24,5% голосов. И, собственно, это данные, которые вот на сайте Центральной избирательной комиссии по состоянию на 6:40 утра понедельника 22 апреля. Да. Я также еще хочу отметить, что тема нашей программы «Выборы президента Украины. Первые результаты». Очень много информации есть на нашем сайте, на сайте Крым Реалии. Много информации делает и преподносит нам с вами аудитории, да, Украинская служба «Радио Свобода», поэтому там вы можете также много найти там реакции соцсетей, например, да, и, собственно, разные обсуждения, разные мнения этих итогов выборов. Сейчас у нас есть еще один звоночек, как мне подсказывают в аппаратной. Давайте выслушаем, пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, ваш комментарий или вопрос, или эмоции. Здравствуйте, Катерина. Это Владимир, до сих пор забаненный у вас в чате под своим основным аккаунтом. Не знаю, Владимир, вот не знаю, Катерина, кто вас забанил. Наша служба мультимедиа не делала этого. То есть, как только на прошлой неделе этот вопрос вы подняли, я уточнила. Не знаю, может, вы кому-то там, может, вы кому-то еще из других пользователей также вы что-то, может, написали не так, кто-то обиделся, не знаю. Смотрите, если по теме программы, рекомендую вам поискать информацию в интернете, вы найдете, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, оформленная, кстати, переоформленная по российскому законодательству. Вот вам и весь ответ Меджлису и всем остальным, кто хочет как бы Крым в Украину вернуть. Я не понимаю логику. То есть, вы считаете, что если у украинского гражданина есть недвижимость в Крыму, то что? Если у украинского гражданина... Оформленная по российскому законодательству. Окей, да, после... Переоформленная по российскому законодательству. Владимир... Это фактически он признал еще тогда Крым российским. Владимир, я только хочу отметить, да, что устно, письменно или в каких-то интервью, или в каких-то заявлениях Владимир Зеленский всегда говорит о том, что Крым оккупирован, что Крым — это украинская территория, иного не дано, иного мы от него не слышали. Это важно, чтобы вы услышали, да, это и наши все слушатели. То есть вот есть такой момент. Поэтому это такой важный достаточно момент. Есть много, я только также прорекламирую, пользуясь случаем, может, вы смотрите, программа «Схемы», программа Украинской службы «Радио Свобода», которая, в принципе, первая подняла, например, тему и в первой расследовала, что у Владимира Зеленского, хотя он сказал там в первом интервью, когда и говорил о том, что вот пойдет или не пойдет, может ли пойти он в президенты Дмитрию Гордону, он тогда сказал, что у него нет бизнеса в России. Схемы же нашли информацию, что бизнес в России, например, у него есть, и это был такой большой хайп, большая волна информационная в украинских и мировых, в принципе, медиа тоже, да, вот, поэтому, если вы хотите расследовательской такой, знаете, классической
хорошей, качественной журналистики, пожалуйста, проект «Схемы» это проект «Радио Свобода» на сайте или в Ютубе, смотрите. И будем вам признательны за лайки и шеры в том числе. Владимир, у меня к вам вопрос. Вы голосовать как-то хотели бы на этих выборах? Ну, у вас же гражданство украинское, я так понимаю, что есть все равно? Да нет, но я считаю, что мой президент Владимир Путин. Зачем Всё, я я буду поняла, голосовать в чужой для меня, по сути, стране? Я поняла. Хорошо. Ну, а в общем, как вы оцениваете прозрачность выборов, например? Ну, выборы были прежде всего очень веселые, и мне доставило большое удовольствие следить за вселенским плачем парохоботов, которые теперь не знают, где они будут харчеваться, так сказать. Ну, вот у вас А все так тогда... все хорошо, у вас все честно, на мой взгляд. Хорошо, спасибо вам за ваш звоночек, за то, что поделились своим мнением. Я еще уже, значит, ближе к Крыму подошли в этой теме, и благодаря нашим звонкам из Крыма в том числе. Смотрите, да, мы знаем о том, что, согласно информации Государственного реестра избирателей, более 6 тысяч крымчан и севастопольцев сменили место голосования, и большинство из них захотело проголосовать в Киеве. Это, собственно, 1645 человек крымчан и 330 человек из Севастополя, да. В Херсонской области перерегистрировались 472 крымчанина и 66 севастопольцев. И вот корреспонденты Крым Реалии были в Новоалексеевке и Чангаре, и, значит, общались с людьми, хотели вот узнать, как крымчане голосовали в Херсонской области. Давайте послушаем. Крымчане говорят. Даже если затратно, мы как бы идем на это, да, но вообще людям, конечно, чтобы выделить на это определенные деньги, люди задумываются. Это не так просто, как вот кажется, взял, сел, приехал, проголосовал, это очень сложно. Тем более вы сами видите, какие меры предосторожности принимаются. Очень сложно на все это. Но мы все равно, как бы те, которым не безразлично, это выезжаем. Ладно, дорого. Сегодня, тем более, они или, по крайней мере, мне в кассе сказали, что до 3 часов билеты раскуплены. Хотя людей не было. А какие билеты? На границе. То есть я ехал на такси, чего раньше не делал. Так что умысел, не умысел, но так. С вами радио Крым Реалии. Это вот материал, который на сайте Крым Реалии был опубликован, о том, как крымчане голосовали, да, и известно, что нужно было выехать один раз на материк для того, чтобы перерегистрироваться, а потом еще один раз, чтобы проголосовать. И вот, собственно, есть возможность, была такая возможность, и были крымчане, которые этим воспользовались. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы — выборы президента Украины, первые результаты. Отмечу, что, безусловно, и тех материалов, и разных цитат, которые у нас были подготовлены для этого эфира, их очень много, и за час мы все не успели с вами послушать. И если вы хотите больше информации, хотите больше прямой речи и больше обстановки, вот атмосферы, которая царила в штабах одного и другого кандидата, всю эту видеоинформацию можно найти на сайте Радио Свобода, украинское Радио Свобода, и там много таких материалов, корреспонденты работали везде, и можно окунуться в эту атмосферу, смотря видео на Радио Свобода, да, или читая какие-то даже материалы наблюдения и прочее. Это очень важный момент, потому что выборы максимально открыты, и кандидаты, получается, максимально открыты, и вот в штабах как раз был такой прямой доступ к телу, что называется, и видно было, как реагируют команды одного и другого кандидата и какое настроение царит. Ну, безусловно, мы услышали в нашем эфире экспертов, которые поделились своим мнением. Мне кажется, что одно из действительно таких достижений — это как раз прозрачность выборов, да, и отсутствие каких-то вот скандалов и манипуляций, и потому что украинская избирательная система с этим, ну, хорошо сталкивалась. Было время, да, если посмотреть на всю историю независимой Украины, были очень разные ситуации. Сейчас же мы видим, что действующий президент и кандидат в президенты вот сказал, что, значит, все, я отдаю офис, ухожу, все понятно, выборы прошли прозрачно, и кандидат, который, судя по всему, побеждает, он также, собственно, оценил позитивно сам ход выборов, да, саму прозрачность. Я напомню, что вот сейчас уже обновляют данные, какая же, то есть последние подсчеты ЦВК
станом, да, на момент на 6:40 утра о том, что обработано более 80% протоколов, и Зеленский набирает 73%, и, собственно, Петр Порошенко набирает 24,5%. Вот такие вот результаты. Больше инфографики и каких-то текстов, мнений вы все это можете найти на сайте Крым Реалии и на сайте украинской службы Радио Свобода. И все, что остается пожелать вам, оставайтесь с нами для того, чтобы узнавать больше. Радио Крым Реалии транслирует в своих эфирах, в том числе вот все марафоны, все большие эфиры, которые делает украинская служба Радио Свобода, поэтому услышать на 105,9 FM это все возможно также. Еще и сайт Крым Реалии, где больше информации о том, что происходит в Крыму, и в том числе много информации, конечно же, безусловно, о выборах в Украине. Поэтому оставайтесь с нами. Кодовое название 2 слова волшебных Крым Реалии и 3 слова волшебных радио Крым Реалии. Работаем для вас. С вами была Катерина Некреча. До новых встреч в эфире. Сначала был проект «Крым Реалии» и идея